Так, Марш Доуэлл шоу. Приходите свободным. У нас сейчас 8-й урок. Мы создадим небольшую, совсем небольшую и совсем простенькую игру, чтобы натренировать нашего ученика и дать ему понятие о том, как это делается, как создаются браузерные игры. Так, Хаймес, формат решуя? Да. Окей, давай. Начни как настоящий программист с командной строки. Заходи, открой редактор наш. Все это уже знают. Кто не знает, как начинать, может обратиться к нулевому уроку, где все объясняется с редактором. То есть здесь уже там чуть-чуть более продвинутый у нас теперь ученик, который знает, как это сделать. Так, открой нашу папку, открой там ее Visual Studio Code редакторе. Программ на десктоп. В общем, ты сам знаешь, я буду тебя как бы можно меньше дергать. Так, давай, создай нам HTML файл, назови его shift.html. По-английски shift значит сдвигать что-то. Глагол сдвигать или передвигать, или подталкивать, или .html. Расширение забыл. Переименовать. Rename, Дон. Rename внизу. Rename означает переименовать. Name – это именовать, а rename – это переименовывать. Так, давай. Как всегда, сэкономь себе напечатание, дай редактору восклицательным знаком. Назови также Shift. Создай в body теге, внутри тега body. Body значит тело. Div от слова division, то есть что-то такое отдельное, поле разделенное. Дай этому диву ID square, то есть квадрат. ID. Нет, ID напиши. Или Тиаздон в этом случае. Но будет работать все равно, я думаю. Так, square. SQ. SQUARE. U. Все. Так, теперь new line. Раскрыть? Нет, оставь так. Иди на новую строку. Переместись на новую строку. Еще. И еще один раз. И создай скрипт. Теги скрипт. Чтобы туда мы могли JavaScript засунуть. Так, отлично. А вверху, в head, в тегах head, то есть заголовок, head это по-английски голова, освободи место, верни назад, освободи место и создай style tag. То есть на CSS будем. Оформим вот этот квадратик, чтобы он прилично выглядел. Так, я тебе объясню цель нашего задания. Прежде чем создать игру,
я тебе дам возможность увидеть, как вот этот предмет в окне браузера перемещается, чтобы ты знал, что значит перемещаться по x-координате и что значит перемещаться по y-координате, или y-координате, или y-координате. Ты U называешь, по-моему, эту букву. Ее нужно называть y или y или y. Да, То есть, эпсилон. давай Y, Давай будем Y называть, или английское Y. Короче, я тебе хочу дать понять, что, потому что когда мы напишем игру, игра, я здесь компьютер, что там происходит. То есть и так ты поймешь 50% в лучшем случае. С моей помощью ты поймешь там еще больше. А с течением времени ты эту маленькую игру уже полностью будешь понимать. То есть никакой трагедии не будет, если ты частично только поймешь этот урок. То есть с течением времени ты будешь возвращаться к нему и больше понимать его. То есть это немножко продвинутый для тебя уровень сейчас. Но именно вот таким методом мы будем пользоваться, чтобы у тебя как бы не отбивалась охота. Если я тебя буду скучно гонять по переменным, по функциям арреев, это выбивает, мозг отказывается это все запоминать и воспринимать как, я не знаю, небольшой интерес, мотивация нужна. Все. Так, давай дадим вот этому диву, это div в виде квадратика у нас будет. Давай ему, у квадрата все стороны равны. Ты это знаешь, Хамис, да? Так, давай ему дадим это ширину, width по-английски. Напиши width, свойство width, ширина, th. Кстати, почему... подожди, убери, смотри, сначала мы должны вот этот ID обозначить. Напечатай решетку. Хэш по-английски называется это. Вот, напиши square. У нас ID square же. Square. Так, curly braces. Равно C. Curly braces. Yeah, just curly braces. Open it. And inside curly braces, write width. Width. Уже появилось. 50 пикселей, please. 50 pixels, please. Sir. Next. Height. Height, высота. Height. H-E-Y. Высота нашего квадрата, не И. У тебя сейчас было ЕИ должно быть. Да, вот оно. Не А. Да. Убери авто, вместо него поставь 50 пикселей тоже. То есть у квадрата все стороны одинаковые. Но нам не нужно... ширина 50, высота 50, и получается квадрат. Так, теперь дадим вот этому квадрату new line, цвет, чтобы видно было. Если его так оставить, по дефолту он, возможно, будет белым, и его видно не будет. Background color. Нет, вот это color, это для текста, который на этом предмете, на этом элементе находится. А вот background color, это сам вот этот div, сам элемент. Дай ему, я не знаю, зеленый цвет, например, или желтый. Yellow напиши по-английски. Yellow. Заодно это слово выучишь. С Y начинается. Вот отлично. Выучил слово желтый. Yellow. И не забудешь уже. Так, позицию. Position. У нас будет урок по position, потому что многие не знают, что это position. Напиши position absolute. И они, кстати, она запутывает человека. Потому что position relative и position absolute, это absolute тебя запутывает, потому что они как-то не соответствуют своему названию. Так, зайди новую строку. Пока игнорирую это position absolute так. Просто из нормального флоу этой программы
выходит, как ты абсолютно. И теперь мы поместим вот этот квадрат, желтый квадрат со сторонами 50 пикселей в ширину и 50 пикселей в высоту, мы его поместим в левом верхнем углу нашего окна браузера. Но при этом, чтобы он не прилип прямо к этому. Ага. Попробуй открыть и увидишь. Заодно ты будешь видеть, что происходит. А ну давай попробуй открыть браузер, запусти лайв-сервер. Ты его не видишь, он где-то внизу, повыше. Сохраните. Не. Ты этот лайв-сервер не запустил. Выше кликни, выше совсем. Не важно где. Или ты открой это, и на этом можешь. И что? И внизу, да, ты не видишь его. Внизу. Стоп, где? Open with Five сервер. Что еще за Five сервер? Этого не может быть. Что еще за Five сервер? Подожди. Закрой. Это не то что-то. Ты сохранил программу? Да. Так, а ну-ка, открой нашу эту окошко, вон где голубая единица. Да. Наведи на свой Shift. Не это. Shift? Вот верни. Да, на Shift, вот правую кнопку. И смотри, где у нас лайв-сервер. Куда ты дел лайв-сервер? Он не может называться OpenFive сервер. Кажется, может, он просто вылетел вот здесь. Его обновить надо, может быть. Disable live сервер. Нет, у тебя он включен. Он еще и Five сервер. Сколько он называется? Five сервер. Почему он называется Five? Ты что, его установил, что ли? Что еще за Five сервер? Хорошо, пусть будет Five сервер. Что мы использовали, это я вообще его больше не трогал. Это то, что у нас было. Да, он скобка Five сервер, а так Live сервер написано. Хорошо. Тогда вернись. Прикол. Так, почему мы там не видим сейчас наш квадратик? Потому что мы его не поместили. Да, мы его никуда не поместили. Давай поместим его. Left. Здесь, да? Да, left. Left, напиши 0. 0 пиксель. Пиксель забыл. Хотя работать будет все равно. И топ. То есть верхняя часть. Топ. Потом еще допишем. Я это специально делаю, чтобы ты видел, что происходит. Топ. 0 пиксель. Все. Ctrl-S. Перезапусти сервер. Ничего. Это очень странно. Что странно? Раскрой. Так, yellow background color. Так, все правильно у нас. У нас и div, и square, и скрипт. Временно убери этот скрипт. Вот эти скрипт-слова, да. И сотри их просто. Перезапусти, сотри, не... Вот этой кнопкой на клавиатуре стереть, delete. Или стрелка назад. Все, сохрани. Сохранил. Так, почему он у тебя не хочет показывать нам div? Так, div находится внутри body, все правильно. У нас есть square. Square. Так, правильно называется. Так, ID правильно. Помести между этим дивом единичку. Да, один. Да? И обнови, да. Ага. Увидим мы единицу. Нет. Так, значит, что-то у тебя с этим сервером опять. Вот тут обновил. Наконец-то. Он, значит, не open. Значит, ты не запустил его, да? Ты не запускал его из-за этого. Open with. Проклятый. Давай убери единицу. Да, убери единицу.
Убери единицу и давай этот желтый квадратик, чтобы он не прилип прямо к этому вплотную. Пусть он на 50 пикселей от него слева и сверху этот отступит. Так, не, 0 переправь на 50 и топ 0 переправь также на 50. Пятерку добавь просто. Все, перегрузи. Все. Понимаешь, как это происходит, да? Не забыл? Да. Отлично. Так, теперь мы должны его двигать. Tesla Opposition Absolute, это типа вот с этой стороны, чтобы он был? Нет, и Position Absolute немножко более сложная концепция, если хочешь, быстро объясню. Когда ты вообще позицию не обозначаешь, у него по умолчанию, вот у HTML своего этого языка разметки свои места есть. То есть ты там что-то, элемент какой-то создаешь, он автоматом на странице где-то свое место занимает. И ты задаешь следом другой элемент, он дальше следом займет, пока не заполнит эту страницу. То есть это называется normal flow по-английски. То есть нормальное размещение элементов по умолчанию, по своему алгоритму, который там есть. Когда ты говоришь position absolute, ты выдергиваешь вот этот элемент из этого normal flow. То есть ты уже можешь, для ему уже не имеет отношения вот эти, где что другой элемент находился. Если какой-то элемент там находится, когда ты вытаскиваешь вот этот квадрат, короче, из normal flow, даешь ему position absolute, ты можешь прямо на нем даже налепить его, то есть дать ему эту позицию, и он не будет с ним эту позицию реакцию, понимаешь? То есть реакцию, то есть ты можешь куда угодно его прилепить, элемент, а релатив, элемент, он был уже. Да. То есть он не может, как бы, представь, что вот этот элемент абсолютной позиции, он в воздухе, взлетает в воздухе и может в любое место стать. Да, а если это релатив, он находится на земле, и ему препятствие, он будет какие-то... Это более сложная концепция, я тебе собирался ее потом подробно объяснить. Дальше это очень важно для этого, как его назвать, верстовщик или для верстки. Ты декартовые координаты знаешь, что такое? Нет. Это координата x, любую плоскость можно в двух координатах, то есть двумерный вверх и горизонталь, да? Да, да, вверх-вниз и влево-вправо, короче, как бы, поэтому этот такой плоский мир называется двухмерным, то есть там есть только две плоскости, слева направо вот эта плоскость и сверху вниз эта плоскость. Плоскость слева направо называется x-координатой. По Декарту, по ученому, который жил во Франции в средние века. То есть он придумал эту Декартовые координаты, чтобы там... вертикально Y, да? Да, и вертикально это Y, короче. Вот это, если, например, ты дашь ему вот этот left, например, 50, это какая координата, как ты думаешь? На 50 пикселей. X. Да, вот, по горизонтальной координате X переместись на 50 градусов. А верхняя это Y. Да, Y. Только там будет написано минус. То есть она идет как бы это... Вниз, да. Отнимая, короче, пиксели. То есть максимальное количество пикселей вверху ты отнимаешь, идешь вниз, короче. Поскольку ты вот эти координаты знаешь, ты уже знаешь, что перемещать вот этот квадрат мы можем по этим самым координатам. Давай создай скрипт, JavaScript, тег, и мы ниже этого сквера, внутри боди, создай скрипт, мы быстро этот шарик научимся двигать при помощи функции. Одна функция у нас будет двигать этот квадрат, вернее, какой шарик я говорю. Этот квадрат будет двигать влево, вернее, вправо, а другая вниз будет двигать. Так, давай, создай, сейчас я тебе скажу, как создать функции. Для начала создай переменную square. То есть переменная как? Const square. Мочи.
Не лепи их друг с другом. Да, так, Случайно. не. Все правильно, Алис. Everything. Так, теперь equal, равно и молотило. Так, вот этой константе ты должен присвоить вот это ID того, что находится на ID дива, который находится на нашей HTML части документа. Как ты это делаешь, помнишь? Get element Документ. by ID. Да. Ты же ID хочешь взять, да, естественно, это документ. Конечно, можешь использовать и query селектор, и потом ты будешь query селектором пользоваться больше. Но пока просто используй документ. Точка. Get element by ID. Какое ID у нас в кавычках должно быть? Кавычка. Скобчак есть? Да, в скобках есть обязательно. Так. Кавычки. ID дива. У нас только один div есть. Да, вот этот. Сейчас, да, начало. Square. ID Да. Square. И его ты хватаешь с этой страницы, и JavaScript сообщаешь, что у меня на странице HTML есть ID, divs с ID square. Так, точка запятой. Все, теперь вот это все хозяйство у нас в этой переменной, в этом ящичке square сохранилось. И мы теперь вместо того, чтобы писать длинную строку document, get element by ID, кавычка square, мы просто square напишем, и это то же самое. То есть мы сохранили вот это длинное обращение через объекты и методы в одной переменной square. Так, дальше. Нам нужна, мы собираемся перемещать наш квадратик по горизонтали и по вертикали. То есть нам нужен тогда переменная x и переменная y. Давай переменную. Const, да? Используй let, потому что const ты не сможешь значение поменять. А если ты будешь использовать let, мы сможем эту переменную менять, и от этого она будет перемещаться с каждым фреймом, каждым изменением, обновлением нашего кадра в браузере. Так, дай ей 50 значения. Пусть у нас будет стартовое положение же 50 пикселей, пусть будет 50. Тут, да, тут же скрипты, да. Присвой 50, число 50 просто. И точка запятую составь. Да, и создай точно такой же его собрата, но уже для y координаты. Y равно 50. Отлично. Так, сейчас я воды выпью. Как дела? Фоновый шум сказать, когда я не говорю. Абсолютно у тебя dick хорошо. Ценник мух еще Так. Дик хорошо. Давай теперь будем по-взрослому с комментами писать это дело. Комменты будут нам говорить, что мы делаем в следующей строке. Они тебе тоже, кстати, нужны. Потому что если ты напишешь программу без комментов, а через пару месяцев, если это сложная программа будет, ты сам ни черта в ней не поймешь. То есть комменты – это обязательная часть программы, хотя сама программа, в самой работе программы они не участвуют. Компилятор, интерпретатор их игнорирует. Давай, два слэша, две косые черточки. Forward slash. Здесь же, да? Да, прямо здесь же. И пишем комментарий теперь, что мы будем. Мы будем писать функцию, которая по x-координате двигает. То есть напиши по-английски move, M-O-V-E, move, да, правильно. Move square
Пробел. Так, по x-координате, то есть координата или не по-английски axis будет, поэтому пиши mu square on x-axis, on, предлог on, на, то есть на x, и x-axis напиши. Не этот, да. А с a пишут axis. Отлично. Только этот S лишнее убери. Вот это X, это KS по-английски, да, автоматически. Отлично. Вот мы коммент и следующий. Когда мы пишем сейчас функцию, которая будет двигать наш квадрат, сквер по X координате, по X axis. Так, давай пишем. Пишем мы его с условием if, если скобки. Булевое выражение внутри скобок нам нужно. Булевое выражение у нас будет так. У нас размер нашего там 800, по-моему, хорошо. Так, x, то есть тот самый x, который мы только что создали, меньше. Нет, это больше. 300. То есть если x... Значение x меньше 300. Pēc sekundes obadījā Havonsa. Ага, да, понятно. Tesla бяхмобилац, мама Да, пока он отсутствует. Программист чар, Ctrl-C, Ctrl-V, бен liel цаду бог. Ctrl-Home бьем цалил, да, Игуду? Что ты имеешь в виду? Ctrl-C копировать, Ctrl-V вставить. Да, шорткат счастливо. Есть мышки, ты какой-то ты замедлишь, производительных рвать. Тунде массу программисты, они практически мышку не трогают, а то особенно опытные программисты. Они все там шорткат, чуть назад строки прыгнут, в начало строки, в середину строки прыгнут. Шаин макросы под их нужды. То есть они все на клавиатуре пытаются. Чем больше ты на клавиатуре делаешь, тем меньше у тебя нужно к мышке обращаться. Поэтому, да, все на шорткатах. Новый ученик, Нубу, совсем зеленый Нубу, его, до этого он еще не дошел, потом себе отшлифует это. Да, хош варсо чат GPT, qiyol, и движение, что я зашел. Sen язык, да что я зашел, он язык, короче, as Ctrl-C, Ctrl-V, да, sen игра, да, лос доходится. Короче, интересно момент на самом деле. Но все равно и чат GPT шлела, что кумайма да цархицу. В любом случае, массухум от чат GPT оцари дешхерду. Хенсон бауш по программиш массухум от сумшег макросиш цунгязич мон. Царутин хум дышаш яс садоннах. Я тундела, хумелчо амин хельча, ты будешь потом пользоваться этим ассистентом искусственного интеллекта. Все будут пользоваться. Кто не будет пользоваться, тот дурак и останется без этого. Преимущественно. То есть, но в чем проблема? Зачем тогда нужно учить программирование? Хундухайн, хумелчо, скажем, и программирование, и код дуй, он клечца хельча, он хуелла хушца хельча. Как ты будешь его использовать? Да, он тебе простые какие-то вещи сразу подаст, но попробуй, попроси его что-то сложное. Например, напиши мне программу, чтобы я телефон, телефон, старый, например, хочу. Я хочу его использовать как security, веб-камер, и скажи им, чтобы он все за тебя сделал. Он тебе нифига это не сделает. Там даются до цохраки, моди, вожди, бош. То есть он много лет еще программистует и уешу. Не потому, что он будет сам эту рутинную работу печатать, а потому, что
zu худу хоккеит, если ты должен за ними супервайзинг, да, Да, я заметил. Я же с этим, с чат GPT делал, короче, заметил то, что не делается все, что я хочу. То есть, или нужно чат GPT получше объяснить, каждый пункт разнеснить, ну, и то он это все не сделает так, как ты хочешь. он просто хомждира, да, не шаирю, от того, что его шахтуахца, а это хомжди программе. Но за тебя он не будет этот. Иначе уже завтра же все программисты потеряли бы работу, если бы он чисто по твоим разговорам, но тут и дует что, конечно, рано или поздно тут и урдур. Но даже и тут и дахча и цу мухбал или куда что, все равно это будет этот человеческую часть, что долго будет. Но главное, чтобы ты понял, что он делает. Я, например, единственное, как раз нужный момент, даже просто базово, базово, например, концепты программировать. Все, 20 лет программирования, из-за этого искусственного интеллекта ассистента становитесь на равные позиции. Да, диктации. Да, Камил, да. Тесла, если что, вернулся. Давай, Хаймерс, пиши дальше. Так. X так, меньше 300. Теперь curly braces съел. Дальше. Для этого условия if мы должны создать ему тело. Тело функции или условия, оно заключается в фигурные скобки. Какие фигурные скобки? Напиши теперь, вот в фигурной скобке, пока вот это значение x, мелевое значение x, переменная x значение. Нет. Присвоить. 50. Вот. То есть 300 качелс мы можем его увеличить ему значение, и наш квадратик будет перемещаться по оси x. Поэтому пиши x равно, обычное математическое выражение напиши, равно x, опять x, да, плюс 5 на 5 пикселей или на 3 пикселя. Давай плюс 3. Точка, запятая. Пиксель цавешу. Пиксель цавешу. Выражение пиксель цавешу, да. Просто 3. Потому что мы туда цифру кладем. Теперь, мы используем вот этот сквер. Ты видишь лака из стаи язык, Хаймерс? Да. Ты можешь точно так же элементу дать стайл в самой строке. То есть отдельно язык садишь. Я тебе сейчас покажу как. Давай спустись вниз, обратно. Напиши square. Здесь же, да? New line, да, new line. Go to new line, yeah. Square. QR. Точка. Dot notation. Так, вызываешь функцию style. Не функцию, а метод style. Get элемент? Нет, style. S. Style напиши. Я тебе слово произношу, которое ты должен писать. Точка style. Во, появилось. Далее опять точка. Left. То есть от левой стороны нашего браузера равно equal тималети x плюс в кавычках px. Точка запятой. Далее мы вот эту функцию, если ты помнишь, асинхронная функция, встроенная в JavaScript, которая называется setTimeout. Есть setInterval, а мы используем setMTime. Напиши set с большой T, да, большое T, там setTimeout написано, видишь? Он тебе подсказывает. Вот, скобки, эта функция, значит, у нее в скобках должны быть аргументы.
Аргументами в JavaScript могут быть сами функции. Напиши move x. Кстати, мы от эту функцию не дали название. Ну, напиши, сейчас мы ее все равно назовем. Так, подожди. Move и большой x. Прилепи вместе, вот да? этот x. Да, вместе прилепи move x. Это встроенная функция. Нет, не встроенная, мы ее сейчас объявим. Так, запятую. Внутри, Запятую. да. Внутри запятую, Снаружи? да. Внутри. У нее два аргумента. Запятую. Я опять проглядел тут начало нашей этой. Отступ и 50 сделай. Просто 50, да? Да, просто 50. Все. И точка запятой. Хажал, я допустил небольшую оплошность. Пойди к этому комментарию нашему зеленому. Move square on x-axis. Ага. Вот здесь, да? Да. И освободи там место под этой строкой. Объяви функцию move x. Я не знаю, что я смотрел. Function, слово функция, function напиши. С маленькой буквы. У. Как бы function. Function. Во. Отступ. И назови ее move x. Как внизу ты написал, вот точно так же. Потому что мы ее-то и вызываем через эту асинхронную функцию. Так, скобки. Открой, закрой скобку просто. Аргументов у нее нету. Открой, закрой скобку, сделай отступ, выйди из скобок, сделай отступ. И опять curly braces. Please put curly braces, open it. И все, что ты написал, вот это if condition, условие if, помести внутрь тела этой функции moveX. Выдели не это, а внизу вот if condition, да, это условие. Выдели его вместе с этим, с фигурной скобкой его. Ты пропустил фигурную скобку. Да, вот так. Зажми Alt и стрелкой перемести. Оставь вот его фигурную скобку. Вот у функции есть своя фигурная скобка, у этого кондиции есть своя. Да. Просто Alt и можешь и так тоже, разницы нет. Сотри то, что внизу тогда не нужно тебе. Так, и поправь, чтобы, или форматируй документ, чтобы хорошо это выглядело. Ага, все, пойдет. Так, теперь второе условие, else. После вот этой это что у нас красным стало? Ничего, нормально. Потому что ты стер эту фигурную скобку. У if есть свои фигурные скобки, то есть свое тело есть у него. И у функции moveX есть свое тело. То есть тут еще одна должна быть. Да, ты взял и стер его фигурную скобку, закрывающуюся. Поэтому он тебе красным стал. Все. Так, понял. после вот этой красной фигурной скобки напиши слово else. Else. Латинскими буквами. Вот это? Да. Else. Маленькими, да. Else уже есть вон там вверху. И для else тоже свои фигурные скобки нужны. Создай curly braces. Create curly braces and open them. Отлично. И напиши move, y, y, большое, camel case. Отлично. Эта функция тоже, мы ее сейчас тоже опишем. Создай ему эти открывающие, закрывающие скобки. Как и у того, который наверху. Все. Точка, запятой. Так, выйди из этой функции moveX. Выйди из его тела полностью. Да. Полностью выходи из тела функции.
Нет, ты внутри тела еще. О, отлично. Теперь мы создадим... У нас есть функция, которая двигает по x-координате. То есть слева направо по окошке браузера, по документу. Нам нужна теперь, которая сверху вниз двигает. Она у нас будет Function называться... move Y. Отлично. Видишь, ты прям как... Давай, пиши. Ты прям как Декарт. Function... И точно так же опиши, в общем-то, она почти такая, кроме того, что ты вместо left, square style left напишешь square style top. Даже можешь скопировать ее. Да-да. Хорошая идея скопировать. То ты сейчас не так копируешь. Отлично. Топ напиши вместо left. И закрывающуюся фигурную скобку на ему. Топ. Топ-тух по-чеченски. Ружье. Топ. Ну как? Нормально? Отлично, отлично. Просто булевое выражение x штилит, да, нормально вид хрер, пространство есть. Вот это if x меньше 300, да, внутри создай вот, да, как математику ты в школе делал бы, вот так, чтобы прилично это выглядело. Так, теперь вот, когда мы создали эти функции, мы должны их вызвать. Функция сама себя, если это не рекурсия какая-то, не вызовет, конечно. Поэтому их нужно вызвать функцию. Чтобы вызвать функцию... by ID move Y, move X? Не. Функция вызывает очень просто. Зайди самый низ скрипта. Скрипт тега скрипт. Щелкни на нем. Да, и просто, оставь скрипт внутри тега скрипт, потому что мы еще JavaScript программируем. То есть все, что мы пишем, должно находиться внутри скрипт тега. Напиши просто move x и открывающая, закрывающая скобка, и это будет вызов этой функции. Ничего сложного. Точка, запятой. Я тебе примерно опишу, как это будет действовать. Вот все, Ялан. Смотри, сверху, когда вот этот скрипт начнет работать, он этот moveX вызовет. Функция moveX будет работать до тех пор, пока x меньше 300. С каждым разом вот это x будет на тройку прибавляться. Когда она достигнет 300, то это выражение будет уже не истина. То есть if x меньше 300, если там 300, то 300 же не меньше 300, 300 равно 300. Или если больше, чем 300, то он эту первую часть не будет выполнять и переместиться ко второму условию else. А в условии else у нас move y, то есть уже сверху вниз пойдет он. Пока опять-таки вот это не станет это. Кстати, поправь, у нас x равно x плюс 3, а должно быть y равно y. Да. Мы тут из-за того, что ты скопировал... И тут должно быть же y что-то, да? Да, и там должно быть y, да. Из-за того, что ты скопировал, ты нам внес сумятицу, которую y мы сейчас... меньше 300, да? Да, конечно. То есть сверху вниз 300 пикселей. И мы сейчас увидим это движение на экране, и ты все поймешь, что, чему там происходит. Тут тоже, да, y плюс и p? Да, отлично. Ты все понял верно. Сохрани, запусти, обнови. Ага, Понеслась. Видишь? Ага. Логику вот этого исполнения вот этого программного скрипта, понимаешь? Если вот у тебя есть сейчас возможность полностью ясно его понять. Все, что ты не понимаешь, спрашивай, короче, прям по строчке. Вот что это делает, что это, почему вот это, полностью. Я готов тебе дать любые ответы. Хорошо, скажи мне тогда, в общем, вот это 300, это типа от этого расстояния это или на что это, как это вообще? Ага, объясняю. 300, почему 300? Да,
у нас по пикселям сделано. То есть, но вот как только вот на 300 пикселей он слева направо передвинется, потому что каждый раз вот эта функция, она каждый раз, каждые 50 миллисекунд, посмотри на эту set timeout move x. Видишь там? Set timeout move x. Ага, да. Вот эта асинхронная функция, она через каждые 50 миллисекунд, она вызывает, вот эту самую функцию вызывает moveX. Вот это moveX. И попробуй вот это 50 переправить на, скажем, на 10. Разницу увидишь. Пусть она каждые 10 миллисекунд будет его вызывать. Давай. Обнови. Видел, как быстро она переместилась? Да. Да, потому что ты уменьшил время. Каждые 10 миллисекунд вот это x проверяется. Меньше оно 300 или нет? Каждые 10 и продвигается, если меньше. И прибавляется тройка. То есть сначала там 50, да? Первый цикл, начало цикла там 50. Так, x равно 50 же наверху, видишь? Да. Да, то есть 50 пикселей, он отстоит на 50 пикселей от этого, от края нашего браузера, окошки браузера, скажем так, на 50 пикселей. И мы проверяем, так, 50 меньше 300, Хаймерс? Да. Меньше, значит, вот это тело функции исполнится, потому что условие верно. То есть булевое выражение дает там true Бог, верно Бог, на английском. Поэтому прибавляем, получается 53, вызывается вот это CSS стайлинг, который перемещает позицию на этом, на браузере, он перемещается на 3 пикселя вправо. Далее вот эта асинхронная функция через еще 10 миллисекунд поправить на 50, чтобы медленно было. Еще через 50 миллисекунд, опять-таки мы возвращаемся в начало, вызывается вот опять-таки этот moveX. Смотрим, опять он сравнивает. Уже у нас, так, 53 меньше 300, да, меньше. Значит, прибавим тройку, получится 56. И еще на 3 пикселя, на 56 пикселей, на 3 пикселя переместимся вправо. И так, пока вот это число x, прибавляя тройку, не станет больше 300. Видел? Да. Пока оно не станет... Как только оно станет там 303, например, 303, все, 303 же не меньше, чем 300. То есть условие неверно. Значит, вот этот цикл больше не будет выполняться, он перейдет к выполнению цикла else, то есть следующего условия. И следующее условие на что делает? Else. Да. Вызывает y-функцию. Да, следующая функция, которая по точно такой же схеме, только сверху вниз, по y или y координате, сверху вниз перемещаете, вот также через 50 миллисекунд, увеличивая y, 53, 54, 56, 59, 50, 62 и так далее. То есть пока она не станет больше 300 или равно 300, пока условие не будет верно. Все, она закончила. И последнее, когда он станет больше 300, наша программа завершит работу. И вот этот квадратик застынет на последней позиции. 300 пикселей сюда и 300 пикселей сверху. Понял логику работы программы? Да. Где, что, как, потому что это важно, эти условия, else, иначе. Если иначе, Бог, отформатируй его правой кнопкой, наведи и формат документ сделай. Кликни правой кнопкой мыши где-нибудь. Не, просто правой кнопкой мыши. Кликни, совершенно выделять. Да. Формат документа. Все, прилично выглядело. Все, так, сколько времени? Может, короткий урок сделаем, потому что если мы сейчас игру будем делать, то у нас еще на час уйдет. Удовольствие, Хаймерс. Сколько времени прошло? 40 чем-то. 49, да, 50, не будем тогда. Тогда вот игру следующую сделаем. Но ты уже понимаешь, как она будет работать, как у нас будет перемещаться
ракетка, скажем, и как будет мяч двигаться. То есть ты будешь ракеткой ловить мяч, двигая ее по x координате, а мяч будет двигаться и по x, и по y координате. И ты будешь его так ловить. Вяля. Спрашиваю. Square style top, это почему пишут? Видишь, вверху ты, используя теги стайл, стайлинг можешь делать на CSS. Да? Ты точно такой же стайлинг можешь делать в самой строке. К примеру, пойди вот этому диву, подойди к диву. Так, можем попробовать в этой диве. После сквера место освободи там. Да, space. И напиши style. Вот, внутри напиши background color. Red, красный. Все, обнови. Что? Вот эти, ты можешь прямо внутри эти CSS свойства, прямо внутри элемента создавать. Прям, и они имеют приоритет. То есть вот этот, есть такое английское выражение. Это типа приоритетное, да? Да. Оно называется override. Override значит, короче, более приоритетное переписывать. То есть имеет, скажем, был такой фильм, про космический какой-то фильм, наверняка ты видел, с этой бабой из Hunger Games, «Голодные игры», босса, кино. Вот оттуда забыл я. Вот это, не баба, женщина. Женщина, да, сори. Вот эта женщина, она в космосе, там какой-то парень, у него ванная, анабиозная ванна, она портится, он просыпается, и вот он этот космолет должен уже лет 100 лететь, он наверняка от старости умрет, то есть он не может починить вот эту анабиозную ванну, ее только на Земле. Да, и у него так положение, у него там, не знаю, 1000 пассажиров в спячке, а он один. И он вот, пока он там летит к этой звезде Барнарда или куда-то они там летят, он должен, представь, он просто от старости умрет. То есть от голода не умрет, там есть специальная система. Да. Огромный такой звездолет. И вот он что делает? Короче, он находит самую красивую пассажирку и тоже портит ей вот эту ванну анабиозную. Представь, чтобы она проснулась тоже. Естественно, та просыпается, но он не знает, что он это виноват. Она думает, что тоже случился какой-то сбой, он ее тоже это обманывает. К чему я это говорю? Там они когда вдвоем поняли, что сейчас звездолет, что-то с ним случилось, он сейчас испортится, сломается, взорвется. Они решили капитана разбудить, и вот этот капитан проснулся, это был какой-то африканский актер, африканского происхождения или негр. Да, как обычно. Да. Ну, это был известный актер, короче. В данном случае это не толерастия была. Так вот, он, когда команды давал этому корабельному компьютеру, он в типичной манере программиста говорил, тот ему отказывался давать доступ, он его override, то есть переписывай. То есть он ему права переписывал. Да, то есть все права забрал админы, скажем так, у этого корабельного компьютера, чтобы выяснить. Да. Вот это override там очень часто используется в программировании. Это значит, трудно очень его на русский язык перевести. Что-то... Но если он что-то встретит, то он должен быть приоритетным. Не просто ты переписываешь, убираешь директиву, которая была важной до этого, ты ее стираешь и свою на него насаживаешь, то есть она становится более главной. Это называется override. Вот это типичный override, вот этот inline style,
То есть строковое стилизование, скажем так, оно переписало то, что у нас в отдельном CSS было. Оно умеет. Теперь вернись в наш функцию move в JavaScript, в части JavaScript. Что ты у меня спрашивал? Square style left, видишь? Да. Вот этот Square style left, это то же самое, только уже для JavaScript. То есть в JavaScript тоже можно изменить вот эти свойства. И он действительно просто меняет его. Он ему задает позицию от конца нашего, от левой стороны нашего документа на x пикселей вправо. И все. Просто на x пикселей вправо. Left левая сторона. То есть от левой стороны, от левой стороны на 50 пикселей влево поставь бахцу. При следующем срабатывании функции setTimeout, то есть через 50 миллисекунд, опять-таки он его на 53 пикселей равотте бахцу. При следующем срабатывании 56 пикселей. И вот так, пока вот он меньше 300, пока у нас выражение верное, он будет исполнять вот тело вот этого условия if. Как только выражение... Короче, опять Тесла. Это типа, вот этот square, это мы говорим ему, что это квадрат, стайл его со своим стилем, да. И лево, да. Мы описываем весь этот квадрат с его стилями, то есть просто одним ID хрюквехом, да, ставим. Да, у нас уже есть совсем ID. Мы ID-то уже присвоили к этому. Ты видишь, ты вначале ID положил в сквер. Хажулака. Вот, const сквер, правильно? Const сквер. Const сквера, ты уже положил туда ID. Тебе не нужно писать документ, get element by ID сквер и вот так, точка потом. Ты мог бы и так написать, он сработал бы у тебя. То есть это просто, ты можешь в JavaScript точно так же обращаться к стилям, к позициям, ко всем, что CSS может, ты можешь в JavaScript обращаться и ломать ему его override, то есть переписывать его изначальные, не знаю, позиции, настройки, не знаю, путь, фульк, как там был у этого, фульк. Можешь его фульк переписывать. Да. Ну, в принципе, понятно, Тесса. Такой еще можешь короткий ляшечек. Кайна не очень. Подряд. Давай, завтра тоже. Учитывая, что ты полный, то есть полный с нуля вообще понятие, что ты очень хорошо двигаешься. Потому что люди, пытаясь вот до этого уровня хотя бы дойти, просто ломают себе мозг, потому что люди любят себе усложнять задачи и, натолкнувшись на какой-то вот барьер, вот бьются головой об этом, то есть пытаясь я все-таки попробую это понять. То есть ты очень хорошо двигаешься. Это система сенсей ученик работает похоже. Никто, по-моему, такой урок, такие уроки еще не делал, когда человек может прям онлайн, полный бамбук, полный нуб, вот так хорошо, быстро хватает и, скажем так, понимает, что такое программирование. То есть концепцию. При таком старик, при том еще старик без английского. Да. Причем еще и уже давно закончивший школу. Так что давай, Шундерия схил Масан. Шумаш Ойл. Оставайтесь свободными. Адыки. Давайте. Адыки.